Аԥсны ахьыԥшымра зхаҵара жәашықәса ахыҵра, алҵшәақәеи аперспективақәеи, абас хьӡыс измаз жәларбжьаратәи аконференциа аусура иалагеит Аҟәа. Ҳаҭыр-зқәу жәларбжьаратәи аконференциа алахәылацәа, ҳаҭыр-зқәу ҳасасцәа. Агәахәара ду снаҭоит, ҳхьыԥшымра азҟаҵара жәашықәса ахыҵра иазку ари аныҳәамш ду аҽалархәразын ҳаԥсадгьыл ахь шәымҩахыҵра. Гәык-ԥсыкала ишәзеиӷьашьоит агәалаҟара бзиа, аманшәалара, аихьӡара ҿыцқәа. Уважаемые участники международной конференции, уважаемые гости, ваш высокий форум наполнен глубоким символическим смыслом и чрезвычайно актуален, потому что он посвящен яркому и знаковому политическому событию, десятилетию признания независимости Республики Абхазия, ознаменовавшему собой качественно новый этап развития абхазо-российских отношений. Безмерно рад приветствовать известных политиков, ученых, общественных деятелей, парламентариев, чьи объективные взгляды и размышления о современных проблемах, в частности о ситуации в Абхазии, сопутствуют нам на протяжении ряда лет. Думаю, что рано или поздно мы дождемся того, что Россия признает независимость Абхазии. И дождемся мы этого не от каких-то политических кругов, а именно от тех, кто будет руководить Россией, подчеркивал первый президент нашей республики Ардзинба Владислав Григорьевич, стоявший у истоков национально-освободительного движения и возрождения нашей государственности. В эти дни мы вновь окидываем взором августовские события 2008 года. Тщетные усилия некоторых западных политиков, изощренно пытающихся сгладить, затушевать факты откровенного геноцида, совершенного Грузией в отношении Южной Осетии. Предыстория признания независимости и суверенитета Абхазии и Южной Осетии – это целая документальная летопись, уникальная хроника событий, заслуживающая более пристального научно-исследовательского внимания историков, политологов и конфликтологов. Думаю, что работа в этом направлении начинает набирать полные обороты на нынешнем этапе, когда время и опыт дают достаточно оснований для более масштабной и многогранной причинно-следственной оценки произошедших на Кавказе событий. Не сомневаюсь, что плодотворное участие в этом процессе примут и наши абхазские политологи и историки, чьи научные изыскания вызывают определенный интерес не только в нашей стране, но и за ее пределами. Принимать крайне сложные и ответственные политические решения, определявшие дальнейшую судьбу двух братских народов, приходилось лидерам России, Медведеву и Путину, действовавшим четко и согласованно, адекватно сложившейся тогда обстановке. Они глубоко осознавали, какой негативный политический резонанс могут вызвать подобные решительные действия. Но защита малочисленных народов, чья жизнь оказалась перед реальной угрозой, безопасность граждан России, мир и стабильность в регионе в те дни были превыше всего. Достойный вклад внесли в подготовку и реализацию этих судьбоносных договоренностей и соглашений президенты Абхазии и Южной Осетии, Багапш и Кокойты, на плечи которых ложилось тяжкое бремя ответственности за дальнейшее развитие событий. Международное признание открыло перед нашей страной редкий шанс для еще большего и уверенного политического и правового самоутверждения. Договоры, международные соглашения, другие политико-правовые документы, заключенные и реализуемые за этот сравнительно небольшой срок, дали мощный импульс процессу политического и экономического возрождения Абхазии, укреплению ее безопасности, восстановлению полноценного культурно-образовательного и информационного пространства между нашими государствами, прерванного вооруженной агрессией Грузии против Абхазии и ее разрушительными последствиями. Указы, постановления, другие важнейшие правовые акты в отношении Республики Абхазия, подписанные Путиным, начиная с конца 90-х годов прошлого столетия, когда наша страна вынуждена была выживать в условиях международной изоляции, открыли путь к восстановлению нашей государственности, основанной на многовековом историческом опыте. Нам есть о чем поговорить, но самое главное заключается в том, что у нас особые, совершенно особые отношения с Абхазией.
Мы надежно гарантируем безопасность и самостоятельность Абхазии, независимость. Уверен, что так и будет дальше, отметил президент России на нашей встрече в Пицунде 8 августа 2017 года. Я отношусь к этим словам как определенной стратегии нашего дальнейшего взаимодействия и как к своеобразному, четко выверенному идеологическому посылу нашего сотрудничества на широкую перспективу. Уверен, что многие наши сограждане оценивают наше будущее именно сквозь призму подобной объективной оценки позитивного опыта сосуществования двух дружественных государств. Уважаемые друзья, в этом году, как вам известно, мы будем отмечать еще один общенациональный праздник – 25-летие Победы и независимости Республики Абхазия. Нередко можно услышать слова, наполненные выстраданной всем народом правдой. Не было бы независимости, не было бы и признания. Да, путь к независимости был долг и тернист. На алтарь священной свободы сложили свои головы тысячи отважных сынов и дочерей Абхазии, наши зарубежные соотечественники, доблестные добровольцы из Северного Кавказа, Москвы и Санкт-Петербурга, многих городов, краев и областей России. Своими немеркнущими подвигами они навсегда проложили путь к независимости и международному признанию Абхазии. Вечная память героя, мира и процветания Республики Абхазия и Республики Южная Осетия, роста и обретения новых побед Российской Федерации, нашему союзнику и стратегическому партнеру, праздничного настроения и творческих свершений всем вам, глубоко уважаемые участники юбилейной международной конференции. Ефима Зайд Акчьяра Чицка, Атынча Амта, Арчьяра Гвейзхара, Апсва Шуксенцура Ду. Наступающее десятилетие международного признания независимости Республики Абхазия – это важный рубеж, позволяющий нам подвести наиболее значимые итоги, поделиться своими соображениями, возникающими идеями и, конечно же, обозначить приоритетные задачи на ближайшую перспективу. Рассчитываю, что открывающаяся сегодня весьма представительная международная конференция послужит для этих целей прекрасной возможностью. Мы будем отмечать юбилей признания Абхазии Россией как важнейшую историческую дату, уже прочно ставшую неотъемлемой частью всемирной истории. Вместе с тем, это событие произошло у нас на глазах. Мы все были его свидетелями и в какой-то мере участниками. Мы все помним день 26 августа 2008 года, эти радостные мгновения, незабываемые минуты ликования нашего народа и искреннюю признательность руководству России, которую испытывал в тот день каждый житель нашей страны. Не будет преувеличением сказать, что с признанием независимости наступил качественно новый этап в государственном развитии Республики Абхазия. Впервые после военной истории мы получили возможность мирного существования. Наша страна обрела надежные гарантии безопасности от великой державы Российской Федерации. Это важнейшее условие позволило нашему государству направить свои основные усилия на развитие и модернизацию экономики, социальной сферы и другие важнейшие направления. Россия оказывала и продолжает оказывать Абхазии значительную финансовую поддержку, благодаря которой возможности нашего государства многократно возросли. Вместе с тем, абхазское государство сумело продемонстрировать, что имеет собственный потенциал для социально-экономического развития и уверенного движения вперед. Минувшее десятилетие было временем выстраивания прочной договорно-правовой базы абхазо-российских межгосударственных отношений. Мы шаг за шагом шли к всестороннему, полноформатному уровню двустороннего взаимодействия. На сегодняшний день, наверное, нет ни одной области, где бы Абхазия и Россия активно не взаимодействовали. Между нашими странами подписано более 130 соглашений. Осуществляются регулярные интенсивные контакты по линии внешнеполитических ведомств двух стран. Реализуемый нами механизм внешнеполитической координации позволяет сверить позиции по ключевым международным проблемам и эффективно добиваться поставленных задач. Уважаемые коллеги, в своей работе Министерство иностранных дел опирается на сформулированные в послании президента Республики Абхазия Народному собранию концептуальные основы внешнеполитической деятельности. Их разработка и реализация находятся в непосредственном веде внешнеполитического ведомства.
Министерство иностранных дел стремится к последовательной реализации основных направлений внешней политики Республики Абхазия. Одним из таких направлений является продвижение широкого международного признания абхазского государства. Его реализация предполагает масштабную, многоплановую работу, аккумулирующую усилия не только МИДа, но и других государственных ведомств. Тем не менее, основная нагрузка, несомненно, возложена на внешнеполитическое ведомство. Работа по расширению числа стран, признавших суверенитет Абхазии, ведется по всем возможным направлениям и практически во всех регионах мира. В силу различных причин, далеко не всегда в нашей работе мы достигаем конкретных осязаемых результатов, но все же предпринимаемые нами усилия дают свои плоды. Как вы знаете, в этом году к странам, признавшим Республику Абхазия, присоединилась Сирийская Арабская Республика. Это действительно знаменательное для нас событие. Сирия – страна, с которой Абхазию связывают исторические и культурные связи. Прежде всего, конечно же, через проживающую там абхазо-адыгскую диаспору. Этому событию предшествовала серьезная работа абхазского внешнеполитического ведомства, других ведомств и структур Абхазии. Сегодня мы прорабатываем вопросы организации официальной встречи президентов Абхазии и Сирии. Готовим к подписанию основополагающие документы, которые будут регламентировать основные аспекты сотрудничества между нашими государствами. У наших стран есть значительный потенциал для выстраивания полноценных, взаимовыгодных межгосударственных отношений, и фундамент этих отношений мы уже начали закладывать. Хотелось бы особо отметить, что работа по расширению международного признания независимости Абхазии будет продолжаться, несмотря на все имеющиеся препятствия. Вы прекрасно знаете, о чем идет речь, но приходится вновь и вновь об этом говорить, поскольку это реальность, с которой мы вынуждены считаться. Мы работаем в условиях весьма неблагоприятной международной конъюнктуры, растущей напряженности и конфронтации в международных отношениях. Все это усугубляется активно проводимой Грузией политикой международной изоляции Абхазии. И эта политика наносит нашим интересам определенный ущерб. Почти все мы в той или иной степени сталкиваемся с разного рода ограничениями и препонами, которые инициируются властями Грузии или осуществляются с их подачи. Но даже несмотря на это, мы стараемся изыскивать возможности, чтобы всячески помогать нашим гражданам, оказавшимся в подобной ситуации. Уважаемые коллеги, внешнеполитическим ведомством ведется работа и по другим странам и регионам, которые могут представлять для Абхазии определенный интерес. О подробностях этой работы мы обычно не распространяемся по вполне понятным и очевидным причинам, но уверяю вас, этому направлению деятельности внешнеполитическое ведомство придает весьма важное значение. Одновременно мы проводим работу, направленную на установление и налаживание первичных контактов в различных регионах мира. Это необходимо в первую очередь для того, чтобы донести объективную информацию об Абхазии до иностранного адресата, конкретизировать позиции, наметить контуры для выстраивания отношений. Таким путем мы готовим почву для интенсификации потенциальных и уже имеющихся связей. Плоды этой работы, на первый взгляд, не так очевидны, но это серьезный ресурс, который, безусловно, будет задействован в будущем. Следует отметить, что в свое время внешнеполитическое ведомство проводило аналогичную работу как раз в тех странах, которые впоследствии нас и признали, в том числе, разумеется, и в Сирии. В этой связи, в контексте налаживания международных контактов, следует отметить европейское направление нашей внешней политики. За последние 2 года мы активизировали наши контакты в отдельных европейских странах. В 2017 году состоялась поездка во Францию, Италию. Особенно плодотворно развиваются контакты с Италией, где в прошлом году, как мы уже сообщали ранее, состоялась регистрация организации под названием «Дипломатическое представительство Республики Абхазия в Италии» и по совместительству в странах Евросоюза. Эта организация, не имея дипломатических функций, выполняет важную роль – защиту прав граждан Республики Абхазия, проживающих на территории Евросоюза, продвижение позитивного имиджа Абхазии, языка, культуры и традиций. Это очень хороший задел на будущее. В контексте взаимодействия с европейскими странами мы по-прежнему придаем важное значение необходимости устранения искусственных барьеров к международному общению граждан Республики Абхазия. Абхазия продолжает интенсивно развивать отношения со странами, признавшими ее государственный суверенитет. Мы последовательно насыщаем конкретным содержанием двусторонние отношения, в частности с Венесуэлой, Никарагуа, Науру.
Позитивная динамика у нас в отношениях с союзными нам братскими республиками Южной Осетией, Приднестровской Молдавской Республикой и Республикой Арцах. С удовлетворением отмечаю, что с каждым годом отношения между нашими странами качественно развиваются. Продолжается их дальнейшее многоплановое расширение. В центре нашего внимания, конечно же, остается уже упомянутая проблема международной изоляции Абхазии и ее граждан. Мы постоянно сталкиваемся с политикой двойных стандартов со стороны так называемых стран-друзей Грузии. Стремясь преломить данную негативную тенденцию, а также противодействуя грузинской стороне в ее стремлении заполнить информационное пространство своей политизированной пропагандистской продукцией, мы ищем новые каналы доступа к международной аудитории, используем ресурсы зарубежных средств массовой информации для популяризации Республики Абхазия. Данную проблематику мы поднимаем в частности на женевских международных дискуссиях. Для нас неприемлема ситуация, когда грузинская сторона выступает по проблемам, касающимся Абхазии, вне рамок женевских дискуссий. Мы уже сталкиваемся с тем, что Грузия блокирует даже вполне нейтральные документы и материалы, подготовленные сторонними зарубежными экспертами, как это было, к примеру, с докладом господина Хаммерберга. К сожалению, подходы грузинской стороны к Республике Абхазия с года в год не претерпевают никаких существенных изменений. Необходимо ясно понимать, что любой конструктивный диалог должен предполагать честность, открытость и равенство. Он должен быть свободным от двойных стандартов. Республика Абхазия настроена на равноправный и взаимоуважительный диалог. Только такой подход может способствовать взаимному доверию и развитию международных контактов. В текущем году мы будем стремиться реализовать содержательную внешнеполитическую повестку, в том числе и в направлении дальнейшего международного признания независимости Республики Абхазия. Объем работы значительный. Усилия по интенсификации признания нашего государства будут только наращиваться. Не сомневаюсь, что в перспективе мы увидим достойные результаты. Процесс международного признания Абхазии необратим. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, позвольте еще раз сердечно поздравить вас с наступающим десятилетним юбилеем международного признания независимости Республики Абхазия и пожелать всем нам успешной, плодотворной работы на конференции. Позвольте мне от имени руководства Министерства иностранных дел Российской Федерации сердечно приветствовать всех организаторов и участников сегодняшнего мероприятия. Необходимость и важность этого нашего сегодняшнего форума очевидны. Прошедший десятилетний период нуждается в осмыслении, в извлечении уроков, позволяющих наметить ориентиры на будущее. 10 лет назад Россия сделала смелый шаг, который качественно изменил положение Абхазии в системе международных отношений. Была создана, если хотите, новая международно-правовая и геополитическая реальность. Абхазия сменила свой прежний статус стороны в конфликте на статус субъекта международных отношений. И это, разумеется, сформировало принципиально новый контекст для существования и развития абхазской государственности и поставило в повестку дня новые, весьма амбициозные задачи. Процесс государственного экономического строительства за прошедшие годы не был, да и не мог быть гладким и безмятежным. Но при всех трудностях, проблемах и даже кризисах абхазское общество никогда не ставило под сомнение свой судьбоносный выбор в пользу независимости, стратегическое видение своей республики как самостоятельного и равноправного участника международных отношений. Вот именно этого незыблемого общественно-политического консенсуса упорно не желает видеть соседняя Грузия. Ей бы давно пора вступить в равноправный, взаимоуважительный диалог с Абхазией. Прекрасную площадку для этого предоставляют, например, женевские дискуссии по Закавказью. Но нет, вместо этого продолжаются бесплодные попытки через голову власти обращаться к жителям республики, соблазняя их так называемыми мирными инициативами, где сквозь благообразную оболочку проступает все та же скрытая повестка. Так или иначе лишить Абхазию выстраданной и завоеванной независимости, заставить ее вернуться в состав Грузии. Несбыточные мечтания. Признав независимость Абхазии, предоставив ей военные гарантии безопасности, направляя масштабную финансово-экономическую помощь через механизмы инвестиционной программы, Россия, образно говоря,
вложилась в проект под названием «Современная абхазская государственность». И мы искренне заинтересованы, конечно, в успехе этого перспективного проекта. Будем содействовать продвижению Республики Абхазия в направлении демократии и стабильности, благополучия и самодостаточности. Видим в Абхазии друга и ценного союзника на Южном Кавказе, с которым мы объединяем усилия в укреплении безопасности, прежде всего перед лицом дестабилизирующего натовского проникновения в регион. Мы также хотим, чтобы развитие дружественной Абхазии по достоинству оценивалось в мире. Пока международное сообщество в подавляющем большинстве, как мы знаем, не объективно относится к вашей республике. Преобладают предубеждения, агрессивно внедряемые Грузией в международное политическое и медийное пространство. Грубым нарушением прав человека является осуществляемая Западом по наущению Тбилиси визовая блокада Абхазии. И ситуация, конечно же, осложняется нынешними глобальными процессами, для которых характерна возросшая активность тех, кто выступает против многополярности, проповедует диктаты, двойные стандарты в международных отношениях. Даже в таких непростых условиях вашей республике при активной поддержке России, которая будет, несомненно, продолжена, удается успешно расширять свои международные позиции. И недавнее установление дипломатических отношений с Сирийской Арабской Республикой – наглядное проявление этой тенденции. Впечатляющая работа проводится в целом ряде зарубежных стран по линии общественных, культурных, деловых, спортивных связей. И об этом говорит и большое количество иностранных представителей, присутствующих сегодня в этом зале. Думается, в нынешних условиях данное направление по-прежнему заслуживает приоритетного внимания. В этом контексте невозможно переоценить и предстоящее создание международного движения «Про-Абхазия». Оно призвано стать центром притяжения для всех друзей вашей республики во многих странах, готовых рассказывать о ней мировой общественности, противодействия планам информационной изоляции Абхазии. Думается, кстати, что отношение к «Про-Абхазия» может стать и важным критерием, позволяющим отличать истинных друзей от разного рода международных доброжелателей со скрытой повесткой. В заключение хотел бы отметить главное. Итоги прошедшего десятилетия убедительно подтверждают приходящую ценность российско-абхазского союзничества, его ключевое значение для мирного развития Абхазии и для успешной защиты наших общих интересов. Двойной праздник сегодня отмечает в эти дни Абхазия. 25 лет победы в Отечественной войне абхазского народа и 10 лет признания независимости республики. 15 лет прошло между этими датами. За эти 15 лет многое изменилось и в России. 15 лет потребовалось признать очевидный состоявшийся факт. Абхазия есть независимое, суверенное, достойное государство, народ которого отстоял свою независимость. Все эти 15 лет, с 1993 года, Компартия Российской Федерации, которую я представляю в Государственной Думе, была политической силой, которая сразу безоговорочно признала этот факт. Вопреки блокаде, мы направляли в Абхазию гуманитарные грузы, учебники, книжки, компьютеры, цифровую технику для школ. Наши наблюдатели принимали участие во всех выборах, чтобы всему миру показать о честности и демократичности выборного процесса, происходивших в республике. Сегодня, когда так много изменилось в Абхазии, когда республика растет, развивает, крепнет, когда отмечается этот замечательный двойной юбилей, надо вспомнить и всех тех, кто и в России, и в Абхазии действовал и работал для того, чтобы после Дня Победы наступил День признания. От имени Государственной Думы, от имени фракции КПРФ Государственной Думы, от имени Геннадия Андреевича Зюганова я поздравляю всех собравшихся в этом зале, весь многонациональный народ солнечной, мужественной республики с двойным юбилеем. Желаю счастья, процветания, мира и покоя. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет море, пусть всегда будет прекрасная Апсны. Спасибо за предоставленную возможность поделиться с вами. Вы знаете, я просто счастлив, что сегодня нахожусь здесь и имею возможность разделить эту радость абхазского народа и моих замечательных друзей, которых я знаю с первых дней их борьбы за национальное освобождение.
Вы знаете, мы все испытывали огромное чувство гордости и радости, когда видели вот этот неукротимый дух народа, который боролся за свою независимость. Я знаю, что такое, когда маленький народ, потерявший свою государственность в течение тысячелетий, обретает эту независимость и государственность. Это величайшее достижение для народа, это подъем национального духа. И мы, каждый из нас, вот много моих друзей, как могли, способствовали и поддерживали это. Кто на телевидении, кто на международных площадках, кто через политические институты. И, конечно, надо сказать, что тут я хочу, немножко неожиданно будет звучать, может быть, последнюю часть того, что я скажу. Я, конечно, хочу особо отметить. В первую очередь, это заслуга, конечно, свободолюбивого, гордого, храброго, сильного абхазского народа. Во-вторых, сегодня президент Хаджимба сказал, но я хочу, конечно, особо отметить, я имел счастье знать Владислава Арденба. Это был мудрый, сильный, харизматичный человек, настоящий вождь своего народа. Конечно, трудно недооценить или даже переоценить роль российского общественного мнения. Вы знаете, в России симпатии однозначно были на стороне абхазского народа, потому что все-таки чувство справедливости, оно очень имеет глубокие корни в России. И самое последнее, вам это покажется очень странным, не могу не отметить особую роль еще одного человека, без которого у вас не было бы своей независимости. 14 лет назад на страницах «Известий» у меня была статья. 2004 год, 17 сентября. Думаю, что абхазские историки, которые пишут о становлении абхазской государственности, обратят на это внимание. Статья называлась «Саакашвили добивается независимости Абхазии и Южной Осетии». Когда он сделал свои эти воинственные заявления, тут в этой аудитории, может быть, кто-то знает, кто-то нет, я послал эту статью сначала Сергею Викторовичу Лаврову, с которым мы учились на одном курсе. Я говорю, вот ты знаешь, вот мне хочется опубликовать такую статью. Он говорит, вообще, конечно, это интересно там и так далее. Но вы знаете, я подумал, что, конечно же, иногда бывают случаи, когда, как говорят, как говорили во время французской революции 1968 года, лозунг был «Будьте реалистами, требуется невозможного». Вот абхазский народ поставил перед собой задачу добиться невозможного, то есть логически, я не знаю, теоретически, практически, это вроде бы... Но бывают обстоятельства, когда действительно происходят, мечты сбываются, и происходит то, что вообще не имело никаких шансов происходить. Я очень хорошо помню, каждый год министр у себя проводил, и сейчас, наверное, проводит, подведение итогов года. И я помню, очень уважаемые люди, Евгений Максимович Примаков, вот все, собственно, люди, которые собираются. Тогда уже были заявления, что если Запад признает Косово, то это даст России возможность, собственно говоря, решать вопрос о том, признать Абхазию, Осетию и вообще поступить так же, как поступают наши партнеры. Но я помню, что даже после признания Косово твердости в этом вопросе не было. И если бы не Саакашвили и его авантюры, этого решения не было бы. Вот авантюрные действия этого человека привели к тому, что Россия была вынуждена, в общем-то, наказать, преступников и, конечно же, воздать должное и признать справедливое дело этого замечательного народа. Эти события меня застали в Нью-Йорке, где я создавал свой институт демократии и сотрудничества в 2008 году, в августе.
И я, выступая на американском телевидении и давая комментарий, сказал, Саакашвили добился своей цели. Абхазия и Осетия свободны. Я хочу пожелать в самом конце, вы знаете, я знаю, замечательное выступление было у министра иностранных дел. Ну, конечно, Министерство иностранных дел должно работать для того, чтобы Абхазия была представлена в международных отношениях максимально широко. Но хочу сказать, что, вы знаете, при всем при этом есть одно обстоятельство. Да, это долгий процесс, но сам факт, что одна из величайших мировых сверхдержав ядерных признала Абхазию, это гарантия спокойствия, безопасности. И я хочу пожелать вашему государству и вашему народу мира, безопасности и процветания. От имени и по поручению руководства Приднестровской Молдавской Республики, президента Приднестровья Вадима Николаевича Красносельского, позвольте всех вас поприветствовать на столь серьезном мероприятии, посвященном десятилетию признания Российской Федерации независимости Республики Абхазия. Данное уже историческое событие является крайне знаковым, и эту значимость очень сложно переоценить. Более того, это дает надежду на признание независимости и тем государствам, народы которых также отстояли свое право жить на своей родной земле, говорить на своем родном языке, чтить традиции и память своих предков. Уважаемые друзья, хотел бы зачитать вам послание от Министерства иностранных дел Южной Осетии и от имени руководства Южной Осетии. Искренние поздравления по случаю десятилетия со дня признания государственной независимости Республики Абхазия Российской Федерации. Судьбоносное решение, принятое Россией в августе 2008 года, стало данью уважения народам Южной Осетии и Абхазии, которые многие годы самоотверженно и мужественно отстаивали свободу и независимость своих стран. Признание суверенитета Южной Осетии и Абхазии со стороны России было достигнуто ценой огромных потерь, тысяч человеческих жизней и разрушенных судеб. Это возлагает особое обязательство перед нашими народами хранить и беречь родную землю для новых поколений, твердо идти по пути мира и стабильного развития, прогресса, общественного согласия. Уважаемый господин президент, уважаемые участники конференции, позвольте поприветствовать вас от имени арцахской делегации, а также зачитать приветственное послание президента Республики Арцах. Многоуважаемый Рауль Джункевич, от имени властей народа Республики Арцах и от себя лично поздравляю вас и весь народ Братской Республики Абхазия по случаю знаменательного события – Дня признания независимости Республики Российской Федерации. 26 августа 2008 года была заложена основа процесса международного признания страны, став поворотной вехой в истории Республики Абхазия, закрепившей стремление народа Абхазии к свободе, самостоятельному развитию, его права на мирную жизнь. Сегодня Республика Абхазия – динамично развивающаяся страна, которая уверенно смотрит в будущее и неуклонно укрепляет свою независимую государственность. Мы искренне рады всем вашим достижениям.